Папу, не тебя, папу. Когда на бой смертельные шли вы, отчизны верные сны, о жизни мирной и счастливой мечтала. Дочь, что здесь? А Дашка дома? Вы заслонили нами вы вечно. Пусть позарятся имена ваши. Вспомни годы, 10 месяцев, еще 18 дней, 26 миллионов 452 тысячи жизней унесла Великая Отечественная война. Вспомни тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах. Кабинки для голосования. Ура!
А еще кто нашел
давайте хочу.
Боже, он память былую, и ты вспомнишь солдат, как весь мир ликовал теплым майским днем 45-м. Как ты гордо тогда по Берлину шагал, от друзей слезы счастья не прятал. Весна победы, сияние неба, огни салюта, земля всегда. Марш, марш победы, все люди мира берегут свои сердца. На военных парадах оркестры гремят, честь героя страны воспевая. А над нами весенние птицы летят, праздник мира с собой украшая. Весна победы, сияние неба, огни салюта, земля всегда. С Днем Великой Победы! 67 лет минуло с того победного мая 45-го года. Но как бы далеко не уводило нас время, эта величественная дата всегда будет для нашего народа священной. Торжественный и светлый день нашей общей победы на все времена золотом вписан в героическую летопись российского государства. Это день всенародной гордости, самоотверженного подвига и вечной памяти. С чувством нескрываемой гордости за свою Солнце светит для тех людей, которые вот здесь рядом со сценой, для наших ветеранов. Потому что это праздник всего народа. Это праздник Усинска. Это праздник Республики Коми. Это праздник государства российского, нашей отчизны. И, конечно же, 67 лет назад многие девчата не смогли выйти замуж. Многие вдовы остались одни и воспитывали своих детей. Сколько матерей не досчитались своих, не дождались своих детей. И это надо хранить. Это нам с вами надо помнить. Нация без памяти ничего. И то, что мы сегодня здесь, то, что по всему государству российскому всемирный всенародный праздник, этого дорогого стоит. Мы с вами должны чтить память тех, кого нет с нами, но и в то же время уважать тех людей и кланяться им, кто сегодня с нами. Нам необходимо сохранить в душе то святое все, что нам оставили наши победители. С праздником вас, дорогие мои! С Днем Победы! Счастья, здоровья и благополучия нашему городу, нашей республике и нашей отчизне, государству российскому! Слава России! Победа, слава! Ура ветеранам! Сегодня нам, наследникам Великой Победы, держать ответ за будущее свободного, независимого, сильного и процветающего государства. Ведь сберегли отцы святой России стать, а значит мы теперь за Родину в ответе, и значит нам с тобой теперь ответ держать. Приложим знания, силы и умения, чтобы смогли потом с достоинством сказать. А если кто наш мирный дом с мечом придет, то даст меча, потерпит поражение. Дорогие ветераны, дорогие усинцы, сегодня самый великий праздник в России – День Победы. С нами здесь рядом присутствуют те люди, которые дали нам жизнь, которые дали нам то, что не могли дать другие – мирное небо над головой. После войны они поднимали Россию из руин. Счастья вам, уважаемые ветераны!
дай Бог здоровья. А всем усинцам мирного неба над головой. Ура ветеранам! Дорогие усинцы, уважаемые ветераны, вас приветствует заместитель председателя Государственного совета Республики Коми, секретарь Политсовета Коми регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Игорь Викторович Леонов. За каждую пять родной земли, за отчий дом, за своих родных и близких, за Родину отданы миллионы жизней. Мы всегда будем помнить о судьбах, искалеченных страшной войной. Могилы, а может, не было войны, и у отца с рождения шрамы, и бабы в гиблых деревнях не задыхались на полях, ложась плечом на стылый ветер. А может, не было войны, и шмайсердетская игрушка, дневник, залитый кровью ран. Люди, одни у всех у нас тревоги. Родине, за неугасаемую веру в победу, беспримерное мужество и несокрушимость духа. Вам, герои войны, живые и павшие, вам, солдаты победы, известные и безымянные, посвящается. Прошагали пешком всю войну с трехлинейкой родной. Ветераны, отцы, ваша жизнь и любовь и отвага. Вас бы чествовать вечно, не только победной весной. Вечно пламя горит, сердце болью открыто. И фанфары звучат, и печальный напад. Нет, никто не забыт, нет, ничто не забыто. Испытания, потери и жизни ушедших солдат. Помнить, какой неимоверной ценой она досталась. Дорогие усинцы, мы с огромным уважением, гордостью и честью предоставляем слово представителю доблестного поколения страны, ветерану Великой Отечественной войны Василию Никитовичу Олейникову. Ура ветеранам! Мы, ветераны, в свое время сделали все для того, чтобы обеспечить свободу и независимость нашей страны, чтобы над нами всегда было чистое, мирное небо. Мы изгнали врагов с нашей земли, обеспечили мир всей Европе. После войны ветераны войны и труда активно принимали участие в восстановлении разрушенного народного хозяйства, возрождали из руин города и села и строили фабрики и заводы. И в Коми республики внесли свой достойный вклад в развитие республики. И сегодня ветераны по мере своих возможностей принимают активное участие в общественной жизни города. Нам хотелось бы, чтобы ни вы, ни ваши дети, внуки и правнуки никогда не испытали тех ужасов страшных войн. Пусть всегда будет чистое мирное небо над нашими головами. Мне хочется, пользуясь случаем, поблагодарить вас, усинцы, администрацию, соцзащиту, медицину за то внимание, которое вы отдаете нам. И хочется в этот праздничный день пожелать вам
успехов в учебе, труде, личной жизни. Здоровья вам и счастья. Да здравствует День Победы! Ура ветеранам!